Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня первым делом, конечно же, я хочу всех поздравить с Днем Знаний. Проходя по улице, просто невозможно не обратить внимание на этих ребятишек, которые идут с ранцами и большими белыми бантами, с благоухающими цветами, которые поднимают настроение всем нам вокруг. Ну и я, в свою очередь, тоже хочу поднять вам настроение своим выпуском с позитивными и самыми интересными событиями от нашей Якутии. А именно, сегодня вы узнаете, где растут идеальные подберезовики без берез и подосиновики без осин. Также я покажу вам якутянок со суперспособностями и еще многое другое. Давайте начнем. Сезон грибов в Якутии все еще продолжается, и видео свежих пожаренных грибов с молодой картошечкой в наших новостных лентах просто продолжает нагонять нам аппетит. А знали ли вы, что в тундре в обильном количестве растут самые разные грибы? Там не растут березы, они там карликовые, как ползучие кусты, зато подберезовики огромные и не червивые. Также растут маслята, подосиновики, грузди, лисички и много других грибов. Суровый климат и экстремальные условия закалили наших якутских девушек до сверхсилы. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Более 40 миллионов рублей составил кассовый сбор якутских фильмов в 2022 году. Сейчас я расскажу о самых топовых из них. Абсолютным чемпионом по сборам стала драма Валентина Макарова «Джулур Масс Рестлинг», собравшая более 13 миллионов рублей. На втором месте комедия Александра Лукина «Бюгүн Былыр» 9,5 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров триллер Михаила Лукачевского «Вертолет» с результатом около 7 миллионов рублей. Также хорошие результаты в прокате показали якутско-казахская комедия «Дикий челлендж» Михаила Лукачевского, а также фильм «Бейберикен 2» Константина Тимофеева, «Как починить велосипед» Никандра Федорова и «Дневник мигранта» Улжан Долнбековой. По словам директора Якутской республиканской киносети Петра Черяева, якутское кино спасает работу кинотеатров во время отсутствия больших мировых релизов, и зрители с удовольствием ходят на якутское кино. Директор также сообщил, что до конца текущего года в кинотеатрах республики запланированы премьеры целых 5 якутских фильмов. А на грядущий год предварительно намечены выходы 2 картин якутского кинематографа. В феврале выйдут долгожданный фильм «Лоукут Онно Нюргугун» Константина Тимофеева и «Бюгүн Былыр 2» режиссера Александра Лукина. Когда находишься за пределами Якутии, всегда очень интересно узнать и послушать, что же люди думают и знают о народе Саха, о Якутии, о наших традициях. Как оказалось, многие думают, что народ Саха – это единственный еще и коренной народ в нашей республике. На самом деле в республике проживает не менее 5 малочисленных коренных национальностей, и очень отрадно, что в последнее время популяризация ее традиций идет активным ходом. Этнические мотивы сегодня прослеживаются практически в каждом художественном произведении, от кинематографа до высокой моды. А в Якутии и вовсе этнос активно развивается как бренд региона. Но это все про интеграцию элементов народной культуры в современный быт. А вот сохранить настоящие традиции представители лаборатории одежды коренных малочисленных народов Севера решили буквально. Все представленные комплекты – это то, что буквально носили столетия до нас. А ведь переосмысливать данные образы можно и сегодня. Более того, аналоги настолько теплой и практичной одежды все еще не изобретены. Вот что значит: не знаешь прошлого, не имеешь будущего. И, конечно, представлены работы молодых современных авторов, которые стараются перенять наследие предков и правильно трактовать
технологию обработки материалов, соблюдать орнаментальные каноны. Это тоже целое искусство. Задача, я думаю, даже этой лаборатории, нашей выставки, показать, что надо любить свою культуру, надо бережно относиться к традициям. Сегодня в 21 районах республики проживает более 32,5 тысяч представителей малочисленных народов Севера. Все они носители уникальной культуры, которая с каждым годом рискует исчезнуть. Проект же, по словам его инициатора Елены Голомаревой, привлечет районы к тому, чтобы сохранить и популяризировать национальные особенности быта и культуры. Поднять вот именно местное население на уровне муниципальных образований. Сегодня уже создается реестр мастеров, которые были когда-то, да. Мы их это работы фотографируем, мы их работы будем пытаться сохранить в музеях. И это мы посвящаем Дню коренных народов мира, которое объявлено Организацией Объединенных Наций. И мы считаем, что в нашей республике вопросам культурного наследия обращается очень большое внимание. Саргалана Неустроева, Виктор Дьячковский, Якутск. Сохранение языка малочисленного народа сейчас очень актуальная и большая проблема. К сожалению, носители этой национальности сейчас говорят только на русском и на якутском языках, а на своем родном, исчезающем языке говорят лишь старцы в глубинках. Ученые и эксперты активно изучают данную проблему и находят пути ее решений. И какие решения они предлагают, мы узнаем в следующем материале. Алекминский район является местом компактного проживания эвенков. Здесь ученые обнаружили проблемы в сохранении эвенкийского языка, так как произошло смешение культур из заграничащих рядом 3 районов. Именно поэтому жители, а в особенности дети, говорят на якутском и русском языке намного больше и лучше, чем на эвенкийском. В 6 населенных пунктах Алекминского района в целях изучения объективной оценки языковой ситуации были проведены различные методики Леноры Гренобль, которая является ведущим международным экспертом в области исчезающих языков, а также руководителем научно-исследовательской лаборатории. С детьми, допустим, провели такой эксперимент, допустим, мы им показываем мультик, короткий мультик. Посмотрев этот мультик, ребенок комментирует, ребенок пересказывает, что было увидено, да, что было просмотрено. Тем самым в комментариях детей мы видим вот как раз-таки языковой сдвиг. Насколько хорошо ребенок владеет либо не владеет своим родным языком. Таким образом, при помощи проведенных исследований ученым удалось определить факторы, которые повлияли на изменения в языковой среде малочисленных народов Севера. В ходе беседы с респондентами поняли, что все-таки, особенно для молодого поколения, большой урон в языке играет именно интернет. Вот именно в тех населенных пунктах, где интернета нет, да, там дети свободно владеют родным языком. Якутским языком в частности. Сотрудниками также были предложены варианты для улучшения ситуации с владением и изучением языка. Создание многочисленного контента на языках народов Севера. В интернете, в любом вот этом гаджетах, да. И, конечно, это в любом случае надо начать с семьи, где вот воспитываются дети, чтобы семья, родители понимали всю важность проблемы и прививали детей к родному языку. Как отмечают специалисты, первостепенной задачей не только исследователей, но и всех людей заключается в сохранении языка и культуры, так как без них народ не может существовать. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Прежде чем я закончу наш эфир, я предлагаю вам немного отвлечься и от души посмеяться.
собираем футбольную команду. Вот и настал сентябрь, а это обозначает, что совсем скоро день рождения Якутска. И начиная с сегодняшнего дня до 11 сентября 390-летию столицы пройдет 70 мероприятий. Это концерты, фестивали, конкурсы, выставки, ярмарки, презентации книг и мастер-классы. Ну и, конечно же, всеми ожидаемый праздничный салют. Кроме того, ко Дню города откроют новый детский сад «Северная сказка» в Гагаринском округе. Благоустроенные дворовые территории на птицефабрике, Крупской, Чкалова и Автодорожной улицах. Также откроются новые воркаут-площадки, теплые автобусные остановки. А в день юбилея возложат цветы к памятникам основателю города Якутска Петру Бекетову, первопроходцу Семену Дежневу, а также губернатору Ивану Крафту. Ожидания на День города у горожан, конечно же, много, и нас всех можно понять, так как последние 2 года день рождения города Якутска отмечался чуть ли не в онлайн-режиме, всегда очень скромно, так что осень обещает быть очень насыщенной и яркой. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире и хорошего всем настроения!